Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Дюйшенбекова. Без изменений Омирбек Текебаев и Дюйшенкул Чотонов будут отбывать ранее вынесенные им наказания. Пересмотра дела не будет, а вот конфискацию имущества отменили. Такое решение принял Верховный суд. Слушание, напомним, было перенесено на сегодня, но для осужденных положительных итогов оно не дало. Адвокаты представили судебной коллегии ходатайство о вновь открывшихся обстоятельствах, на основании чего и просили отправить дело на пересмотр в Первомайский районный суд. Кроме этого, вступили в силу новые кодексы, отметили юристы, а по ним сроки максимального наказания по этим преступлениям гораздо меньше. Но Фемида в пересмотре дела защите Омирбека Текебаева отказала, оставив приговор прежних инстанций в силе. А именно отбывание в колонии сроком на 8 лет. Уже после адвокаты сообщили, что их заявление, где они изложили вновь открывшиеся обстоятельства по делу Омирбека Текебаева, отклонила и Генеральная прокуратура. А обращение в Октябрьский районный и Бишкекский городской суды оставлены без рассмотрения. То, конечно, наша партия, мы на политсовете обсудим эту ситуацию. Хочу, чтобы вы не забывали, что международные организации тоже высказали свою позицию. На сегодняшний день данный вопрос находится на рассмотрении Комитета ООН по правам человека. И эта процедура идет своим чередом. Должна быть дана соответствующая оценка и со стороны международного сообщества. Врачей, выявивших онкологию на последней стадии у вора в законе Азиза Батукаева, задержали и водворили в СИЗО на 2 месяца. Об этом пишут местные информагентства со ссылкой на правоохранительные органы. Кроме медиков, которые ездили в 2013 году в СИЗО Нарына для проведения осмотра пациента, фигурантами по делу проходят также бывшие депутаты и чиновники. Известно, что к расследованию дела о незаконном освобождении Батукаева привлекаются бывший директор Центра гематологии Абдухалим Раимжанов, его заместитель по науке Эмиль Макимбетов, бывший лаборант Центра гематологии Ирина Цопова. Вопросы, соответственно, следствие имеет и к бывшему министру здравоохранения Динаре Сагинбаевой, экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову. Фигурируют в деле и члены депутатской комиссии, в числе которых были Дамира Ниязалиева, Болот Шер и Ташполот Балтабаев. В качестве кого, как причастные к решению об освобождении вора в законе или как свидетели, пока не сообщается в интересах следствия. 6 лет назад, напомним, Азиза Батукаева признали смертельно больным, которому, согласно диагнозу врачей, оставалось жить считанные дни. Освободив его из тюрьмы, осужденному преступнику дали кыргызский паспорт и в сопровождении ГСН проводили на частном самолете в Россию. И по сей день Азиз Батукаев проживает в городе Грозный в Чечне. «25 лет» – лишь небольшая официальная цифра, но история помнит, что люди на кыргызской земле всегда стремились жить в мире и согласии. Ассамблея народов Кыргызстана сегодня отмечает юбилей. Мероприятие прошло в резиденции Аларча при участии представителей разных диаспор, правительства и президента Сооронбая Жээнбекова. Глава государства отметил, что различные этносы с разными культурами и вероисповеданием всегда жили в мире и согласии на территории нашей страны. Ставили во главу угла толерантность и терпимость. Было немало острых моментов в истории, и один из них – начало 90-х годов прошлого века после развала Советского Союза. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что события на юге республики в 1990 году накладывали отпечаток на рост напряженности в межэтническом взаимодействии. Но и тогда в Кыргызстане было найдено решение, которое за последние 25 лет доказало свою эффективность. Это создание Ассамблеи народов. Президент отметил, что людям стоит помнить о последствиях 2 революций и не поддаваться на провокации. Ну а национальный вопрос, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, как правило, поднимается искусственно теми, кто преследует определенные политические интересы. За годы своего существования Ассамблея внесла огромный вклад в дело консолидации общества и заслужила международное признание. Наше общество представлено более 100 этносами, разделяющими и сопереживающими с кыргызским народом перспективы развития страны. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить все этнические сообщества за исторический вклад в укрепление нашей страны.
Кыргызам присуще острое ощущение справедливости, чувство гармонии и целостности с другими. Все эти характеристики очень важны именно сейчас, когда остро стоят вопросы построения общенациональной идентичности и интеграции общества. И в нашей стране есть силы, желающие бросить тень на наши добрые отношения с соседями. Используя наши демократические достижения, открытость страны, свободу СМИ, пытаются внедрить в сознание людей ложные идеи и провокацию. Нам нужно беречь те достижения, что достигнуты ценой двух революций, великих испытаний. Сегодняшнее мероприятие, на котором можно было наблюдать особенное национальное разнообразие участников, не обошлось и без подарков. После обсуждения имеющих проблемы и достижений в отношениях нашего многонационального сообщества Сооронбай Жээнбеков наградил именными часами за значимый вклад в укрепление дружбы народов председателей и участников разных ассоциаций и общественных объединений – кыргызов, узбеков, казахов, таджиков, русских, азербайджанцев, немцев, дунган, украинцев, белорусов и других. Одно из самых радиоактивных мест на планете – городок Майлюсу. Он вошел в список 25 самых зараженных пунктов, а если точнее, то 3-е место. Основным источником повышенного радиационного фона является деятельность по добыче и переработке урана. В окружающую среду этого района поступает приблизительно 1,96 миллиона кубических метров радиоактивных отходов вследствие масштабных работ по извлечению урановых залежей. На 2-м месте в мире Чернобыль. В 1986 году там произошла крупнейшая авария на атомной электростанции. Ну и лидером этого страшного рейтинга стала атомная электростанция Фукусима-Дайни в Японии. В результате катастрофы 2011 года, самой страшной ядерной аварии после Чернобыльской, расплавление реакторов привело к утечке радиации, которая была обнаружена в 322 километрах от электростанции. Накануне, напомним, Джогорку Кенеш принял постановление о том, чтобы правительство разработало законопроекты, которые запрещают поиск, разведку и разработку всех месторождений урана на территории страны. Исключение составили работы по рекультивации хвостохранилищ. Интересы Кыргызстана в золотодобывающей компании «Центера Голд» теперь будут представлять другие представители. 1 мая в Торонто прошли выборы Совета директоров, который состоит из 11 членов, только 3 позиции для представителей нашей страны. Напомним, ранее это были Аскар Оскомбаев, Бектур Сагынов и Эдуард Кубатов. Новыми членами избраны Дуйшен Касенов и Максат Кобенбаев. Аскар Оскомбаев остался на своей позиции. Канадская компания разрабатывает в нашей стране рудник Кумтор. Ежегодные объемы добытого золота составляют от 15 до 18 тонн. Объект на кыргызском месторождении является самым крупным активом Центера. 18 807 человек. Столько граждан работают на государственной службе в нашей стране. Эти подсчеты сделал Национальный статистический комитет. В указанное число не входят служащие, обеспечивающих оборону, общественный порядок и безопасность. Более 40% из них женщины. На начало года в органах местного самоуправления было занято около 10 тысяч человек, из которых более 8 тысяч являлись муниципальными служащими. На минувшей неделе Госстандарт совместно с муфтиатом Кыргызстана провели внеплановую проверку на предприятии торговой марки «Салих». Компания является одним из самых крупных производителей колбасных изделий. Участие во время инспектирования также принял и независимый телеканал НТС. Цель проверки – соответствие продукции сертификату «Адал-Халал». Вот только приехав на завод, попасть на его территорию оказалось непросто. Сотрудники службы безопасности наотрез отказывались пропустить на производство посторонних.
после того, как делегация из представителей Духовного управления мусульман Кыргызстана и Центра по стандартизации при Министерстве экономики разъяснили, кем они являются, их проводили на предприятии. Внеплановая проверка в очередной раз доказала, продукция компании «Салих» полностью соответствует сертификату «Адал Халал». Сырье используется экологически чистое, халяльное. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, вся продукция компании «Салих» проходит строгий контроль качества. Алла Таалам құттық болсын. Рахмат. Ананда оми елімізді жұртымызды жақсылықтың үстінде ғана Алла Таалам өзі жүргізсін, игілік қоштосын. Ақырғы учурда жақсы адал азықтандыру бойынша. В последнее время на здоровое питание в нашей стране обращают больше внимания. Также это связано и с религиозными соображениями. С 2015 года в Министерстве экономики есть отдел халал-индустрии. И сотрудники муфтиата тоже проверяют продукцию на соответствие сертификату «Адал». Ваша компания выполняет очень хорошую работу, обеспечивая Кыргызстан продукцией халал. Желаем успехов в вашей компании. Никаких денежных сборов и праздников в ресторанах. Предстоящие последние звонки поручено провести без пышных торжеств, без вручения подарков учителям и даже без салютов, фейерверков и всего того, что могло бы представлять опасность для выпускников. Соответствующее распоряжение к исполнению для руководителей образовательных учреждений подписал министр образования и науки страны. Следить за соблюдением рекомендаций и круглосуточно дежурить в школах в день последнего звонка поручено начальникам городских и районных управлений образования. К тем же, кто нарушит приказ главы Министерства образования, будут применены дисциплинарные взыскания вплоть до освобождения от должностей. Напомним, во всех школах страны 25 мая прозвенит последний звонок и пройдут торжественные линейки. Еще одно место для отдыха горожан, где можно не просто присесть на лавочку, чтобы передохнуть, но и прикоснуться к самобытности национальной культуры. Этнопарк появился в столице на пересечении улиц Анкара и Виноградная. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкек-Зеленхоз» заранее подготовили территорию для благоустройства парковой зоны. Привели в порядок зеленые насаждения и газоны. Ну а в эти дни прокладывают дорожки, устанавливают качели, мостики, скамейки, инсталляции в колоритном этно-стиле. Например, для горожан мастера по дереву создали большой коммус. Играть на нем не получится, зато фотографии с таким инструментом будут весьма интересными. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.